Из-за ветхости котельной и сетей прошлой зимой в системе теплоснабжения Турана произошло 4 прорыва. Без тепла остались 2 многоквартирных дома. Основная проблема – отсутствие водоподготовки и жесткая вода, из-за чего теплосети забиваются отложениями. Накипь не дает горячей воде полноценно циркулировать по трубам, поэтому старые котлы выходят из строя. Мы находимся в центральной котельной номер 1 города Турана, который обслуживает МУП «Тепловик». 27 августа сюда привезли 2 новых котла для обеспечения теплом многоквартирные дома, социальные объекты и организации города. По поручению Владислава Хавалыга на оперативное решение проблемы и обеспечение качественного отопления домов, социальных объектов было выделено 15 миллионов рублей. Средства направили на замену теплосетей и ремонт всей отопительной системы Турана. Сейчас в городе проложена новая теплотрасса протяженностью 2,5 километра. Также приобретены современные котлы производства Барнаульского котельного завода. В 2019 году, когда пришел, тут были старого образца котлы, они все бежали, то есть постоянно была сырость, мокрота. Мы приняли решение, поменяли все 4 данные котла. Котлы пришли буквально вчера, сегодня начали уже установку данных котлов. Сегодня-завтра мы уже, я думаю, установим. В ближайшие дни мы котлы запитаем. После установки 2 новых котлов и после установки, еще раз говорю, водоподготовки, я думаю, этой проблемы у нас уже не будет. То есть котлы будут работать. По окончанию отопительного сезона засыпается химией, промывается под давлением. И, соответственно, котлы должны, по крайней мере, служить верой и правдой. По словам директора котельной Алексея Мясникова, за весь сезон расход в 2 котельных составляет 2500 тонн угля. В центральной котельной Турана работают 8 машинистов. Трудятся посменно сутки через трое по 2 человека. С аналогичными котлами машинист и инженеры уже работали. При необходимости они проходят обучение. Александр Чульдум в этой котельной работает с 2006 года. Больше 10 лет был кочегаром. Последние 2 года работает в должности слесаря. Как я слесарем работать начал, почти все старые ветхие трубы все заменили на новые. Сейчас везде краны все держат. Если что случится, можно закрыть и спокойненько работать. Эти котлы, в принципе, так-то нормальные, просто они бесколосниковые, понимаете. Чистить приходится, потому что колосников-то нету. Сверху, где топка, вычищать приходится. Колосниковая топка удобного обслуживания. Зола сыпается через колосниковую решетку в зольную камеру, откуда ее можно убирать, не открывая дверцу топки. Но подовая печь с верхним горением позволяет добиться более чистого выброса из дымохода. Верхнее горение на сегодняшний день считается во многих европейских странах наиболее правильным и экологичным способом сжигания топлива. Айдана Хавлук, Владимир Суртук, Узел Сарык Сарентува, 24.